6 единиц техники Республиканская клиническая больница получила в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Оборудование позволит медикам оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2015 году молодой, но очень перспективный нейрохирург Умар Газгиреев провел сложнейшую операцию для пациентки с диагнозом опухоль спинного мозга, не имея при этом соответствующего оборудования и укомплектованной операционной. Тогда ему было трудно поверить, что спустя годы его отделение получит высокотехнологичное нейрохирургическое оборудование, и он будет проводить свою очередную сложнейшую операцию, имея целый спектр возможностей. Лучшее медицинское оборудование, признается доктор. Мы сейчас удаляем гематому, внутримозговую гематому открытым доступом, а имея эндоскопическую стойку, мы можем сделать маленькую дырочку, не повреждая уже здоровые нормальные ткани, подойти к основанию черепа, к желудочковой системе, удалить эту гематому. Таким же образом, скоба Мэйфилда – это жесткая фиксация, которая во время операции любое движение головного мозга это приводит, представляете, смотрим в микроскоп, и любое движение это уже большие шаги для нас, да, смещение. Скоба Мэйфилда – это система стабилизации черепа, которая применяется при открытой краниотомии. Иными словами, медикам она необходима для жесткой фиксации головы пациента. С помощью системы операция может проводиться как в положении лежа, так и в положении сидя. Таких условий раньше у нейрохирургов не было, поэтому врачи сразу пускают технику в дело. Результаты реализации национального проекта пациенты уже сейчас могут почувствовать на себе. Операции, которые проводятся с помощью такой техники, позволяет врачам быстрее выписать больных. Нейрохирурги определяли, какое оборудование купить, какой марки, какой комплектации. Мы очень довольны тем, что оно у нас сейчас есть. И вот сейчас вы присутствуете во время операции. Уже первая операция с использованием этого оборудования сегодня проходит. Это не последнее еще оборудование. У нас еще несколько единиц оборудования для онкоцентра и для детской поликлиники. Все остальное оборудование, около 70 единиц, уже получено нашей республикой. Здесь, кроме этого хирургического эндоскопа, мы получили еще и 2 УЗИ-аппарата экстракласса. В рамках подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» региональный сосудистый центр получил перечень медицинского оборудования для реабилитации пациентов, которым провели операции на головной мозг. Как правило, таким больным очень важно избежать инвалидности. Получили еще оборудование для проведения ранней реабилитации больных, перенесших операции на головном мозге, постинсультных больных и больных, которые пролечены по прединсультным состояниям. То есть для регионального сосудистого центра. Это оборудование для проведения механотерапии. Это разгрузочная механотерапия для того, чтобы восстановить функцию, работоспособность верхних конечностей, нижних конечностей, также разгрузка всего тела. Высокотехнологичное оборудование в рамках реализации нацпроекта получили также флебологи, кардиологи и сосудистые хирурги. Теперь диагностировать сердечно-сосудистые заболевания станет легче. Новые УЗИ-аппараты экспертного класса медики уже осваивают. В данный момент к нам поступила больная с окклюзией брахиоцефальной артерии. То есть у нее появились головокружение, недомогание, постоянные непроходящие головные боли, не обезболивается ничем, анальгетиками. Поступила к нам в региональный сосудистый центр, и сразу благодаря нашему аппарату, УЗИ-аппарату и нашим великолепным специалистам у нас есть возможность выявить причину и прооперировать. Врачи ультразвуковой диагностики отмечают возможности новых аппаратов. В частности, они широкого действия, легкая система установки диагноза и хорошая визуализация. На новых аппаратах мы проводим исследования сосудов шеи, где можно выявить гемодинамически значимые стенозы, тромбозы, в принципе, выявить причину инсульта и инфарктов. В первую очередь оборудованием будут оснащены республиканские больницы и отделения, в которые попадают пациенты со сложными диагнозами. Именно так в рамках реализации приоритетного национального проекта планируют повысить качество медицины. Рина Сычоева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.